В рамках мероприятий Дня Ингушетии на ВДНХ регион подписал два соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере спорта и цифровых технологий. Так подписано соглашение между нашим Министерством промышленности и цифрового развития и отечественным разработчиком RedSoft. Стороны будут сотрудничать в IT-сфере. Документ в рамках Дня Республики на выставке «Россия» подписали министр промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадмат Дарджиев и заместитель генерального директора компании RedSoft Рустам Рустамов. Второе соглашение подписано с Всероссийской Федерацией самбо. В документах поставили подписи глава региона Махмуд Али Калиматов и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. Руководитель республики отметил, что у нас уже есть трехкратный чемпион России и трехкратный чемпион мира по самбо Рустам Талдиев. И нужно популяризировать этот вид спорта в Ингушетии, что и будут делать в рамках этого договора. Тренер любой, он правильно подсказывает, и вот Сергей Владимирович сказал, надо в первую очередь научиться правильно падать. Вот с этого начиная в любом спорте, а этот вид спорта, он тем более ему 85 лет, юбилей я поздравляю, я думаю, это нужно отметить. В школе, насколько я помню, у нас около 90 тысяч учащихся в республике. Приучить ребенка, но спорт не только здоровье, спорт еще дисциплинирует. То есть это еще дисциплина. То есть вовремя встать, вовремя и все остальное, что присуще молодому человеку, ребенку. Немаловажно отстаивать честь, достоинство нашей республики в будущем, ну и, конечно, потом в целом нашей России матушки. Понимаете, вот в чем вопрос-то. Поэтому я думаю, это очень хорошо. Поэтому я искренне, Сергей Владимирович, благодарен. У нас много видов спорта есть, у нас продвижение есть, но самбо это как бы наше родное, это наше советское. Понимаете? Другие виды спорта, они откуда-то, что-то там, а это наш родной. Поэтому он органически интегрируется в нашу республику, как и во всей России. Самбо сегодня активно развивается у вас в республике. Запущен проект у нас «Самбо в школу». Работает. Чем он интересен? Тем, что сегодня президент поставил задачу 70% населения, чтобы у нас занималось постоянно спортом. Как ее достичь? Так вот, сегодня обычная школа общеобразовательная, в которую заходит проект «Самбо в школу», буквально через год мы делали такой срез. Обычная школа 520 детей там занималась. Через год 15% детей стали заниматься постоянно в секции самбо. То есть мы даем сразу прирост 15%. Где их взять? Вот, пожалуйста, запускаем во все школы наш проект, и мы тут же решаем вопрос выполнения указа президента по тому, чтобы наши дети постоянно занимались спортом. Ну и, конечно, то, что сегодня партийный проект «За самбо» активно двигается по стране, это важно, что такая республика, как Ингушетия, тоже могла активно в этом процессе участвовать. И как раз планы мы будем в январе сверять. Надеюсь, сделаем дорожную карту. Обязательно создадим центральную школу самбо в Ингушетии, чтобы была у нас дюшор своя, чтобы был дом самбо, чтобы там ребята могли собираться, готовиться к крупным соревнованиям, российским, международным. Все мы это будем обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время приедем.